Добрый вечер. У нас сегодня в гостях профессор Виктор Иванович Казадой. Здравствуйте. Приехал из Новосибирска, и здесь вчера была презентация его книги. И Денис Усубалиев, модератор Facebook-группы «История сибирских кыргызов». Спасибо большое, что нашли время пришли к нам в студию. 11 октября в Новосибирске была презентация вашей книги. Да? Да. «Князь сибирских кыргызов Иринек». Я вот так поставлю, может быть. И не прошло еще и месяца, Да. уже вот 7 ноября в Бишкеке одновременно презентация и этой книги, и я вот так поставлю перед вами. Или загораживать немного так, может быть. На кыргызском языке. Да. Сейчас так технологии развились, или молодежь такая прыткая? Ну, я думаю, и то, и то. Просто те люди, которые занимались, они действительно предприниматели, очень активные, такие патриоты, у них большой интерес. Это же проекты не коммерческие, здесь нет цели как бы зарабатывать на этом деле. Поэтому, когда книга была готова, на русском языке попросили электронный вариант, отправил, сразу же стали заниматься переводом. Ну а уже напечатать бумажный вариант — это дело техники, то есть они привлекли дизайнеров. Видите, там дизайн отличается, как бы и внутри как бы отличается, очень серьезно. В каком-то смысле даже лучше сделали, как бы, что очень приятно. И шрифты и прочее, как бы, чтобы... Небольшие иллюстрации, несколько, так, немного, но есть. Есть, да, Мгм. да. В отличие от нашего варианта. Кто помог это все сделать? Это компания Тойбас, Мирзабек Рамбаев и главный вдохновитель наш Айзат Тайкагулова, которому, ну, я вот как автор, конечно, очень благодарен, потому что, ну, я, конечно, мог написать книгу, самое главное — это ведь напечатать, довести ее, там сказать, до читателей. А так это в самом крайнем случае можно было сделать где-нибудь на каком-нибудь сайте, разместить, еще что-то. Но вот они когда узнали, активно вникли в это дело, как бы так взяли на себя очень серьезные такие расходы, потому что напечатали 8 тысяч экземпляров только на русском языке, 2000 на кыргызском языке. И сейчас сказали, мы еще хотим сделать допечатку, еще 2000 на кыргызском языке. Ну, то есть уже сейчас тираж 10 тысяч. По нашим временам это что-то просто невероятное. Я, конечно, как автор просто в таком хорошем восторге. Ну, любому автору, конечно, приятно, если его книги с одной стороны печатаются, а с другой стороны, если их еще вдобавок ко всему еще и читают. Как бы, это... Ну, вчера я видел, покупали по 5-6 экземпляров там для друзей, да, людей, которые там за Кыргызстаном где-то в настоящее время находятся. Ну, вчера произошло действительно так, скажем, лично для меня приятная неожиданность. Я, конечно, уже человек бывалый, как бы везде, как бы, но я такого не ожидал, то, что вчера происходило. Ну, всегда как бы так есть определенный такой трепет, волнение. Придут люди, не придут. У нас же нет такого административного ресурса или там студентов загнать там или еще. Как обычно делают там преподаватели в ВУЗе, там сделают студентов с пары сняли, прислали, там что-то выставили, ты сидят в офисе, ковыряется, скорее бы закончилось. Либо там бюджетников, там, да, ну я про нас там говорю, как у нас там это делается. А здесь же только объявление в Фейсбуке было. Никто никого насильно ведь не загонял никак, поэтому, ну, я так прикидывал, что ну, человек 100, ну, если 150 придет, я думаю, ну, это вообще будет уже предел, потому что у нас нет таких аудиторий, там, чтобы 100-150 человек, ну, просто нет, как бы сейчас это давно уже ушло, и, конечно, любая там масса, вот организаторы говорят, они долго думали, сколько привезти книг, решили 200 экземпляров, что, ну, типа, хватит, если останется, увезем. Потом решили, так сказать, ну, про запас 500 экземпляров. А по ходу, когда уже аудитория стала заполняться, там более 600 человек в дверях стояли, там еще что-то, да, стали книги брать, там 1, 2, там 4 экземпляра. И тут же отправили еще бригаду, привезли еще 600 экземпляров.
И то есть за время презентации реализовали 1100 экземпляров. Ну это просто по нашим временам для нас это просто невероятно. Тем более, что я всегда говорю, книга это не художественная, это же не детектив, это там не стихи, да. Это научная монография, это работа, как бы это приятная неожиданность. Это я очень рад, что вот в Кыргызстане есть такая большая группа, аудитория, любителей истории, которым это интересуется, это нравится. Ну, конечно, как историку мне это очень приятно и неожиданно. Ну, такая приятная неожиданность. Рука устала, автографы. Слушайте, я вчера столько пережил эмоций, конечно, когда не успела там все закончить, меня просто эта волна подняла и куда-то унесла в коридор за какой-то столик импровизированный, потому что, не планировалось это заранее, как бы так все окружили со всех сторон, и как в наши старые добрые времена в советском магазине очередь за дефицитом, что тут не толкайтесь, женщина, там, вас здесь не стояла, там, пустите аксакала вперед, там, больше 2 книг в руки не давать, там, еще чего-то. Я сидел, подписывал, я больше часа подписывал только, как-то неудобно отказать, да, людям, если хотят, как бы так. И со всех сторон, конечно, там говорят, ой, извините, там что-то. А мне наоборот, как бы это как бы приятно, потому что это, наверное, мечта любого автора, чтобы у тебя вырывали из рук твою книгу, там, чтобы ты что-то написал. Наверное, не так много имеется в виду из историков, там, из ученых, чтобы вот был такой ажиотаж к его работам. Обычно же книги пишут там сами для себя, сами пишем, сами читаем, сами восхваляем себя. Как бы. Здесь маленькая другая ситуация, и мне, конечно, это очень приятно. А потом же пришли на презентацию профессора, да? Ректор Национального университета, да, Телевек Абдрахманов, вице-премьер Эдиль Байсалов, советник президента Бектусун Бюрибашев был, Ханабек Кимуналиев, да, бывший министр образования, из Казахстана Зиябек Кабылдинов. Тавылды Акеров. Ну, он рецензент, он обязан был, да, быть Тавылды. Другие были и в общественные принципе, деятели. так, там, доброжелательные такие, они выступали. Это очень приятно было, потому что здесь, по сути дела, как бы соединилось 3 уровня. Органы власти, да, научная общественность, действительно, академики, профессора. Многих я знал. Потом, вот, например, абсолютно неожиданно приятная такая речь ректора Национального университета, с которым мы лично не знакомы, но он прочитал книгу и прям так. Он сказал, что концептуальная такая Да. книга. Мне можно было бы вообще не выступать, он лучше меня там выступал, как бы говорил. Это всегда думаешь так, про кого это так говорят? Про меня вроде как бы так неожиданно. Ну, конечно, очень приятно было, что приехал Зиябек Кабылдинов, это директор Института истории и этнологии Республики Казахстан. Он доктор наук, профессор, член-корреспондент. Это, конечно, как бы из другого государства, несмотря на свою занятость, что директор как бы оставил все дела и посчитал нужным, возможным, и блестяще выступил как бы с поддержкой, нашел такие моменты, о которых другие не говорили. Ну и в целом как бы вся аудитория, как бы, что зампредседателя комитета министров, это тоже как бы уровень. Это говорит о том, что и в обществе есть запрос на исторические знания. Я же отдаю себе отчет, да, в полной мере, что это не потому, что я вот такой красивый, да, там, стройная походка у меня там, и все идут посмотреть. Нет, конечно. У нас таких много ходит там, и историков, и не историков, как бы еще чего-то. Я это понимаю как интерес к самой теме. Тема история сибирских киргизов как составной части в целом кыргызского народа. Хотя некоторые, в том числе у вас здесь, это отрицают. Но я думаю, что это по недомыслию, так сказать, типа незнанию. Но это пусть их будет заблуждение. Я считаю, что это 2 ветви одного народа. Сибирские киргизы и тяньшанские киргизы. Это единый народ. Я просто изучаю одну часть сибирских киргизов.
потом вот научная общественность, да, и третье это вот любители истории. Это на самом деле довольно редкое сочетание. Я с гордостью могу сказать, что это далеко не у каждого так вот, ну, не знаю, везет, не везет, или делает, потому что задача ученого, в принципе, вот писать научную монографию, он пишет для коллег, это как не затверждение какой-то истины, а это как повод для дискуссии. То есть человек вырабатывает свою научную концепцию, представление, выбрасывает ее на всеобщее обсвистание, и его должны там растерзать там в клочья, да, сказать, что так, и все. Человек, не имеющий там как бы научной подготовки, ему очень сложно читать монографию, потому что там свой сленг научный, терминология, цифры, схемы, ну, прямо скажем, довольно скучно, потому что особенно вот последние десятилетия, где-то, наверное, со второй половины 20 века, просто ужасно, конечно. Очень многие, так сказать. Есть, конечно, там единицы что-то. Вот 30-е, 40-е, 50-е годы, там гораздо такой живой был язык, как мне кажется. Ну вот, я пытаюсь совместить такие моменты, чтобы это было и научное, у меня там источниковая база, историографическая база, источники, но в том же плане сделать, чтобы это было доступно для читателя. Я не злоупотребляю какой-то терминологией, иностранной особенно, да, если это можно заменить понятными словами. Не вижу смысла там вот специально. Есть такой прием у некоторых товарищей, они вот, например, пишут статью научную, потом берут словарь иностранных слов и выражений и всякие там слова заковыристые вставляют, что, о, какой умный, там читает. Я считаю, что это, ну, я просто этим не занимаюсь, мне это не надо. Я, наоборот, хочу, чтобы читали как можно больше людей, пусть не имеющие специального подготовки, образования, но просто любители, которые интересуются. Я пытаюсь писать в стилистике такой еще дореволюционной российской стиле, когда российские, русские ученые, там, вот, Ключевский, Костомаров, Соловьев, Мельков, Мельгунов. Их исторические произведения, научные работы читаешь как, ну, вот, роман там, да, или там, детектив. Французская классическая школа. Вот у них примерно в такой же стилистике, чтобы понятно, там, то есть ты читаешь и не понимаешь, что ты читаешь, ты роман или что. Хотя это научная работа, монография. В России во многом это заимствовано было из Германии, а уже и бывшие союзные республики, да, они вот через Россию это все дело получили, что надо там слова всякие такие вставлять, чтобы заковыристо было, как бы, такой какой-то, это научность. На мой взгляд, это не научность, это наукообразность. Это наука, потому что это производство новых знаний. Есть новые знания, значит, это наука. Нет новых знаний, это не наука. А как фраза сделать, это форма донесения, это язык, форма донесения, и к самой науке это не имеет отношения. Я пытаюсь сделать, чтобы это было доступно. Вот сегодня мы сидели, видишь, что в отеле пришли два молодых человека, один говорит, я вашу книгу прочитал за ночь, сел как бы и залпом, говорит, у меня, говорит, там, ну, 160 страниц, как бы, да, я понимаю, если молодой, энергичный, это мы уже ветераны всех боев, нам уже через 15 минут спать хочется, они такие задорные еще. Он говорит, я, говорит, все прочитал. Я понимаю, что он на самом деле читается, мне многие об этом говорят, читается довольно легко, непринужденно, как бы в таком плане, для себя что-то усваивает, смотрит. Ну, это, я думаю, так и должно быть. Хотя меня за это ругают очень многие, но я на это не обращаю внимания. Ну, коллеги имеется в виду, профессионалы. В том смысле, что слишком популярно, да? Да, Или... да. Завидует это. Что доступно. Но это на самом деле большая работа, потому что надо сначала текст сделать такой действительно научный, да, а потом с научного языка перевести на человеческий. Я вот говорю, на человеческий язык, чтобы любой человек мог это почитать. Я не говорю, что это обязательно должно всем понравиться. Ну, для того, чтобы понравилось, всем понравилось, сначала надо понять, что там написано.
А до этого еще надо прочитать хотя бы, потому что у нас есть много критиканов, которые начинают критиковать, разоблачать, не то, что не читая, даже в руках книгу не держали как бы в этом плане. Еще Ну, всё книга знаю. не вышла, но уже была Да, критика. да, да. Да. Удивительно. Как вы, Денис? Нормально. Вот. Мы вот, На сайте очень много мнений, да, разных было. Некоторые Да, были да. даже такие вот, внедрялись, да, некоторые люди и начинали что-то там мутить. да, были попытки там вставлять палки в колеса, что как так нашу историю там зарубежный, не тюрколог, там что только не находили, там пишет, да нельзя там давать такое это, там имперские проекты, там то, все, там что только не было. Но отбивались, говорили, объясняли, тем более вот Виктор Иванович пишет таким доступным языком. И там говорится сразу, и я тоже сразу сказал, вот человек показывает, как надо работать с источниками. Сразу есть информация, есть источник, вот, пожалуйста, это не я написал, говорит, это там, я оттуда откопал, написал до вашего сведения. Все ясно? Нет, все равно кто-то что-то хочет там это, какие-то эти козни устраивать. Ну вот, все нормально, книга вышла в очень хорошем формате, народ так принял, долго ждали, и благодарности столько. Ну, пользуясь случаем, я тоже поблагодарю, и рад, что вот Айзат и Бектемир, они... Мирзабек. Ну, И Мурзабек Мурзавек, Орынбаев. прошу извинения, да. Мурзавек, оперативно они тоже очень, очень оперативно все сделали. И особая благодарность, то, что они решили 1000 с чем-то книг, каждую школу, 2200. 2200, Каждую школу. каждую школу в Казахстане, Кыргызстане, каждую да, школу. подарить. Подарить, чтобы она изучалась на уроках истории. Это очень знаковое событие. Книга, она по-научному очень с источниками точно донесена. И у Виктора Ивановича это, я бы сказал, такой новый стиль в цифровом формате, научную работу доносить таким, как вы сказали, простым, нормальным человеческим языком. Например, некоторые там академическими фразами, как там это сделать, там кто-то немножко прочитает, да, что-то непонятно, раз там все. А у нас народ сразу понял, сразу поддержал, там сразу столько подписчиков у нас стало. Народ хочет разобраться. И вот это о Вы чем знаете, я вот прошу прощения, я бы не стал акцентировать внимание вот там на какие-то выпады, на оппонента. На самом деле это все мелочи, как бы это все, на мой взгляд, несущественно. Потому что, ну какие-то там выпады, ну мы все живые люди разные, как бы кому-то нравится. Я же тоже не рубль золотой, да, всем нравится, не красная девица там как бы. Кого-то, может быть, просто раздражает, там еще какие-то моменты есть личностные, там, ну и бог с ними, как бы, пусть делать. Не нравится книга, напиши лучше. Никто же не запрещает, как бы, да. Вот как раз Зиябек вчера это сказал. Да. Да. Напиши лучше, возьми там. Мы же не приходим к женщинам, компьютер не ломаем, там, да, бумагу не рвем, как бы. Вы говорите, что там не так, да, ну вот, а я написал там в 3 раза лучше, ну молодец, как бы, что, какой, ну пока просто этого нету, как бы, мы все ждем, как бы, надеемся, что это будет, как бы. Я просто о другом, о позитивном. Например, вот я первый раз был здесь у вас год назад. На первой встрече было 60 человек по просьбе, как бы там в отеле. Летом встреча было 180 человек. Вот вчера больше 600 сказали, да? Ну, причем были в коридоре, в фойе, не все там вместились. Мы даже вчера чай пили, там шутили, говорят, что в следующий раз надо будет на стадионе уже проводить, как рок-звезды ходят, как бы, да? Это говорит о том, что идет проникновение, идет распространение информации, растет интерес, как бы, вот это главное, как бы, да. Я же не говорю, что все, что я написал, это исключительно там, ну, только так и никак. Мне хотелось бы самому в это верить, конечно, да, но в науке так не бывает, как бы, да. К истине можно приближаться, но постигнуть ее, как говорят, невозможно, как бы, да. Вот этот процесс идет, эта работа идет.
я понимаю, что эта работа востребованная, сама тема, я имею в виду, да, свой интерес. У меня появляется новый стимул заниматься дальше этой работой. Сейчас вторая книга, она, на мой взгляд, более такая глубокая, наверное, объемная будет. Там такая два ключевых вопроса. Это история кыргызской государственности в Сибири, которую я определяю 19 веков, как бы, да. Непрерывный. Непрерывной государственности в разных формах. Там все это самое. 19 веков, это, как говорится, не баран чихнул. Как бы, это очень серьезно. Мало таких государств было. И второе, когда я там смотрел, да, я вышел на такую тему, сформулировал свою научную версию, что о наличии древнесибирской цивилизации сибирских киргизов, ну, вот, которая была на территории Сибири. И мне кажется, это очень такая продуктивная тема, она очень интересная, что цивилизация была не только там Древний Египет, да, или Тигр и Ефрат, а прямо в Сибири. И так уж получилось, что вот это сибиряки, это как раз и были кыргызы, которые действительно создали свою цивилизацию, уникальную цивилизацию. И это действительно очень интересно. Вот лично мне, как исследователю, интересно, и я весь там, как бы, поэтому лично у меня нет особого там времени заниматься там с оппонентами еще. Ну, что там, как бы, как говорят китайцы, если бросать камень в каждую лающую собаку, ты никогда не дойдешь там до своей цели, до пути. Нам это надо делать, как бы, да. Тем более, ну, кто вчера был на презентации, видел, это такая мощнейшая энергетика, подкрепляется это. Далеко не каждому, наверное, там ученому, историку удается пережить такие моменты в жизни, потому что, говорит, я читал такое выражение, что такое счастье. Человек не может быть счастлив постоянно. Счастье — это отдельные мгновения. Вот вчера лично у меня такие мгновения были, потому что мы там перед началом нас рассадили на первый ряд, сидели спиной к залу, ну, люди там собираются, где-то ходят, там, я ж не видел, там, потом когда на сцену пригласили, я там вышел, зал такой, у меня аж и голос задрожал, и колени, хотя я человек бывалый, меня уже трудно чем-то напугать, как бы, и колени чуть не подкосились, как бы, я так, это самое, первая реакция, потому что, ну, увидеть там сотни людей, ни одного свободного места, в проходах стоят, значит, там, из коридора, там, женщина, пройдите, там, не толкайтесь, еще как-то, и тут перед всеми выступать. Это, конечно, как это самое, студент перед строгими экзаменаторами, который понимает, что ему одной ночи не хватило выучить все билеты, и как бы тут не провалиться на этом экзамене. Вот вы про цивилизацию сказали. Ну, нам было известно, что оружие хорошее делали в Каганате, в Кыргызском, да, и вообще славились оружием, особенно вот из метеоритного железа вроде бы делали. А вы вчера сказали, что вас больше всего поразили вот эти вазы. Да, да. Это же не просто вот военное искусство или что-то, а это вообще культура, да, такая была? Вооружение — это, конечно, важная часть и искусства, и ремесла. Но на самом деле вот древние киргизы, сибирские киргизы, это было многоплановое такое, многокомплексное хозяйство, где было очень развитое земледелие, причем земледелие пашенное, орошаемое, были свои каналы, строили, вот как видите. Ирригация. Ирригация. Причем такая сеть была громадная, как бы. У нас многие понимают, что канал — это как вот канавку прокопать там, типа. Что вы там рассказываете? Арыки всегда копали. Речь не об арыках идет, речь идет о каналах. Это совершенно принципиально другая вещь. Я вот в книге буду подробно об этом говорить. Второе — это ремесло. Вот ремесло, где делали посуду, сосуды. Вы понимаете, это как вот эти вазы делались из уникальной глины. По какой-то там такой ручной уникальной технологии. Вот даже когда археологи раскапывали могильники, они целые до сих пор. В Эрмитаже находится более 100 экземпляров этих ваз. Даже те сосуды, которые делались позже, они разваливались. А эти, они практически в полном таком состоянии. Я вот вчера говорил, что, говорю, я много где был. Ну, в Греции, например, да, вот Амфора. Ну, блестящая работа, что говорить, да, мастеров. Но эти не хуже были. Свой орнамент, своя конфигурация.
Я, конечно, видел это тематически раньше у археологов, там не производил никакого впечатления, но когда вот в музей приехал, увидел, да, на меня как-то произвело это очень сильно такое впечатление. Это вот ремесло. Второе, какое ремесло? Это ремесленники, которые делали золотые изделия, серебряные изделия, как бы, да. То есть это совершенно другой уровень, совершенно другое качество. Резьба по камню, резьба по кости. Потом вырезали, как бы, потому что там наконечники для мечей, для ножей, там, из рога делали, там, в том числе рог мамонта, вернее, этот самый бивень мамонта, как бы там делали. Уникальные, как бы, работы, все это было представлено. То есть это все говорит о высоком таком художественном уровне. Но вот даже каналы. Вы представляете, вот канал, да, 50 километров. Когда не было электричества, да, не было насосов, его надо было сделать с таким уклоном, чтобы 50 километров эта вода шла ни туда, ни обратно, как бы, да, ответвление, орошать поля, пастбища орошать. И причем одно дело это выстроить все, а другое дело веками это эксплуатировать. Каналы, они же очень быстро засоряются. Это тоже уникальная работа. Теперь, что касается самой постройки канала. Это все говорит о том, что у киргизов того времени в Сибири была развитая инженерная мысль. Это, может быть, кажется странным, там, да, что институтов не было, университетов, дипломов. Но пирамиды Хеопса тоже строили люди без диплома и до сих пор стоят, как бы так, да. Плюс археологи нашли мощеные улицы, дороги из камня сделаны, как вот в Риме там делали. Я уж не могу сказать про как, но они до сих пор сохранились, их нашли там. Не очень большая дорога, как бы, но тем не менее это была, как бы, это, может быть, просто другие не нашли еще, как бы, там требуется. Но не сохранилось что-то. Да. Что значит выстроить этот канал? Это стало быть, были какие-то расчеты математические, то есть мы можем говорить о зачатках, а может быть даже не о зачатках какой-то инженерной науки. То есть ученым без этого просто невозможно это все дело сделать. И вот понимаете, как бы один такой сюжет, да, если хорошо вдуматься, исследовать, на него наворачивается очень-очень много. И когда потом кто-то говорит, да, там это просто были степняки, кочевники, как бы на конях скакали и все. Это очень большое заблуждение. Это совершенно все принципиально, как бы разные говорят. Или там вот это какая-то фраза непонятная, полукочевник. Я говорю, это как полукочевник? То есть он полгода занимался, кочевал, потом приехал, начал делать уникальные вазы, там, да, или уникальные там золотые изделия. Ну, понимаете, что это абсурд, да, что такого не могло быть. Причем археологи, там, специалисты, они давно доказали, что, во-первых, эти ремесленники жили обособленно. То есть это говорит о том, что это была очередная стадия, один из вернейших признаков цивилизации – это разделение труда. Ремесленники жили отдельно, передавали свои знания, навыки по наследству. То есть это значит, мы можем говорить о том, что уже сформировались свои кланы, группы, там, так сказать, профессиональные сообщества, которые передавали от отца к сыну и плюс жили обобщенно от другого населения. То есть это в том числе зачатки городов или поселений такого городского типа того времени. То есть, понимаете, даже вот такие одни сюжеты, если хорошо там дальше так продумать. Я не знаю, почему там как-то это не все замечали. Я когда начал изучать, мне картина она сразу как бы нарисовалась и становится все понятно, как бы. Ну, мне, по крайней мере. Может быть, я там слишком такой романтичный, как бы мне там рисуется. Но, по крайней мере, за то время, что я поизучал как бы работу очень серьезных ученых, да, которые занимались, у меня пока пазл складывается как бы в этом смысле. Я думаю, что это будет очень серьезный такой вопрос, как бы смотреть. По цивилизации, ну, никто не занимался инициализацией киргизов. Но это во многом связано было из-за отсутствия информации. А в советские времена просто с этих позиций никто не смотрел, и нельзя было смотреть. Там был классовый подход, там надо было найти внутреннюю борьбу богатых и бедных, как бы. И вот их искали, как бы там. Рабов там надо было найти. Вот вы сказали, до 40-х, да, годов научный язык был несколько другой, а потом
забюрократизировался, Ну, не да? совсем там до 40-х, как бы, вот, например, Киселев, очень известный крупный ученый, он археолог, он написал там, типа, история древней Южной Сибири. Это археологическая работа. Ну, замечательная работа, ее можно, ну, наверное, не специалисту ее тоже сложновато будет читать, но я получал действительно удовольствие от этой работы, как бы действительно чувствуется, знаете, такой профессионал, да, Старая школа. старая школа там, что ни слово, то гвоздь в гроб империализма, так сказать, как раньше говорили. Все это. Причем вот эта политизация, это минимум, как бы, вот, необходимый минимум того, что это было. А все остальное, так смотришь, да, он ведет дискуссию, как ученый, да, он там не соглашается с Бартольдом, он там не соглашается с Бернштамом, имеет полное право, как бы у него свои аргументы, но он это все знает, да, все это знал, все их работы. Он с ними вел научную дискуссию, как положено ученому. Это не так, как с конца 80-х годов появляются там некие так называемые ученые, которые выдают свою версию по старым источникам, делая вид, что до них никто не работал с этим, игнорируя там и Бернштама, и Бартольда, и того же Киселева, там еще как бы никого не было. Вот я вам сейчас тут все расскажу. Чего там расскажете? Как так? Это абсолютно непрофессиональный подход. Потому что все историки знают, что прежде чем написать что-то свое, надо изучить, что, по крайней мере, основные работы, что было наработано человечеством до тебя. Если ты их не используешь в работе, это говорит, либо ты не знаешь этих работ, абсолютно непрофессионально, а скорее всего так оно и есть. Когда вот у нас ученые там смотрят, ссылки, у меня есть один довольно такой известный у нас ученый, он берет новую работу, смотрит, так, на меня ссылок нет. Все, автор историографию не знает. Ну, это и правильно, как бы так есть. Ну вот эта школа советская, скажем, может быть, они, вот как вы сказали, полукочевые, какой-то такой нигилизм в отношении собственной истории, да? Даже само вот это разделение, что сибирские кыргызы одно, здешние кыргызы другое, между ними ничего общего нет и так далее. Потом вот это может быть влияние, то, что геополитика, да, что Китай каким-то образом претендует на эти территории, и надо было в ответ написать, что нет, да. вот мы автохтонные, вот мы Да, всегда это здесь конец были. 50-х, начало 60-х годов. Да. Вот. Я думаю, знаете, это такой многослойный процесс. Изначально, наверное, так и было. Но потом геополитика поменялась, а люди-то остались. Они писали там по 20-30 лет, да, и как-то им, видимо, переориентироваться, да, уже сложно. Что сказать, ну что-то он 30 лет писал, непонятно, сейчас это ничего, и поэтому как бы бейся до конца, позорься до конца, никогда не сдавайся, позорься до конца. И вот это все и продолжается. Как бы. Да, действительно, где-то 60-х годов, особенно в 84 году, окончательно закрепили в академической истории, что тяньшанские киргизы и сибирские, ну и енисейские, это два разных народа, они не тождественны, там такая фраза была. Но раз это другой народ, да, то что его изучать, собственно говоря, вот будем только в рамках вот этих государственных границ их делать. Как бы. Хотя вот Бернштам, он говорил, что наше изучение распадается на две части. Первое — это изучение Кыргызстана, и второе — это изучение кыргызского народа. Потому что это, ну, есть несовпадение определенное как бы, по границам, как бы, это понятно, как бы, что нельзя ограничиваться вот только рамками своих границ. А потом как раз вот эта линия возобладала, что вот надо, как я понимаю, как бы в рамках границы смотреть, и вот самое главное доказывать. Мне это не совсем понятно, почему это. Ведь то, что киргизы жили в Сибири, потом в силу разных процессов они стали, как бы там говорит, поэтапно, там, да, еще с 1 века до новой эры, как бы, переселяться или там другие какие процессы были. Мигрировать туда, обратно, как бы там много чего это было, как бы это отдельно большая тема. На самом деле в этом ничего такого оригинального, уникального-то нет. В мире много таких примеров. Мадьяры в свое время эмигрировали на Дунай, стали венграми, хотя это с территории Южного Урала ушли. Болгары, ранешние булгары, жили там
где-то Север Кавказ, потом одни ушли на Волгу, стали волжскими булгарами, другие на Дунай, стали дунайские болгары, вот нынешняя Болгария. Я вот когда в Болгарии работал, прихожу в национальный музей, там висит большая карта, там наша прародина, там, значит, это вот Волга и так далее. Так. Ну, это нормальные процессы, это история. Это ж не значит, что не претендует там на территорию, еще Да. что-то, как бы. Речь ведь об этом не стоит, и не может стоять, по большому счету, как бы, как и с венграми. То есть много таких вот процессов-то происходило. Но, с другой стороны, 24 тысячи века назад из Сибири некие племена ушли на север, Якутия, Чукотка, и потом Аляска, Аляска. эмигрировали. Это ж не значит, что теперь древние сибирские там, потомки сибирских народов должны требовать Америку себе, как бы. Что это все наше, там сказать, Америка наша и так далее. Как бы. Ну да, ушли, это уже доказано, как бы, да. Большинство ученых с этим согласны. Сначала Аляска, через Аляску, Северная Америка потом. Я как раз и говорю, что, понимаете, как бы, Сибирь это такое место, где происходили громадные процессы такого мирового уровня, исторические процессы. Это очень интересная история, которую надо знать, познавать, да. История сибирских киргизов — это часть этой большой истории, как бы, очень такой. Ну, понимаете, конечно, вот, ну что, государственный, 19 веков. Это ведь не шутка на самом деле, да. То, что мы, например, получаем информацию из летописи Сымацаня, когда хунны покорили 5 народов, у него там записано, хунны покорили. О 3 народах мы вообще ничего не знаем, кто это были и как это были, кроме названия, которое Сымацань написал. Генлина и Гянгуня, киргизы. И все, собственно говоря, остались одни киргизы. То есть то, что, несмотря ни на что, выжили, сохранились, это ведь тоже говорит, да, о каком-то таком аспекте уникальной выживаемости народа. Выжить, естественно, там была ассимиляция, была эволюция, безусловно, но сохранить самоназвание, это ведь тоже далеко не каждому было дано, как бы это действительно важный момент. Вот долгие годы, как бы там говорили, и сейчас читаю, да, в некоторых монографиях, просто удивительные, как бы, такие моменты, пишут, что вы не путайте там, да, 201 год, там Сымацань, это история имени. А вот есть народ, это как бы разные вещи. Имя там и народ. Ну вы тогда объясните, почему это разное, если вы так говорите. А все объяснение идет от того, что они сами ничего объяснить-то не могут. Не могут объяснить, как это вот одна Какая-то власть. установка сверху, как будто. Да я не думаю, что часто это же зависит и от внутренней подготовки человека. Да? Ну вот если, например, прошу прощения, мои любимые археологи берутся писать о политической истории, да, то часто возникает очень много вопросов. Вот если они описывают там какую-то конкретику, да, с археологической точки зрения, это интересно, это важно. Но когда они на какой-то уровень поднимаются, в чем они вообще мало что понимают, то происходят какие-то довольно странные вещи. Мягко говоря, несуразные. Но вот у вас, например, нам описывали о том, что история сибирских киргизов, енисейских, государственность прекратилась в 13 веке, 1293 год. Все, рухнула государственность, и больше она уже там. Только в 91 году возродилась. Сам по себе, с точки зрения политологии, уникальный факт, как такое могло быть, сначала исчезнуть, а потом, как птица Феникс, через 700 лет возродиться. Мы с вами тоже говорили на эту тему. Но позвольте, господа академики, доценты с кандидатами, а как же быть тогда с тем же Иринеком, с его там отцом и дедом, которые отправляли в 17 веке посольство в Москву, да, которых принимали в приказах, а потом царь, первое лицо государства, принимал посольство. Московский царь. Московский царь, да. А чуть позже с Иринеком был подписан договор. То есть это ведь, если перевести на нормальный язык, это говорит, что его признали субъектом международного права, с которым подписали международное там соглашение. Но если ничего не было, с кем было подписывать и о чем было подписывать, как бы так.
И вот как-то есть такое недопонимание, как бы уходит, не обращает на это внимания. Нет, вот он сказал, там, 13 век, и все, и на этом все. Вот почему эта дата 1293 год? Откуда эта дата? Это вот кляшторный и пластир, да, написали? Но они написали, что это конец, просто в этот год был очень серьезный поход. Видите, киргизы в Сибири, они были очень беспокойные. Значит, когда Чингисхан начал свои завоевательные походы, да, то первый он начал с лесных народов, это вот в Сибири, которые проживали. И в том числе киргизов он причислял к лесным народам. Сейчас тоже там много. Это не те лесные, которые лесные, это вот лесные. Те, ну, потому что кочевники же не могут быть лесным народом, да, как бы. И вот тут начинает там тень на плетень наводить, как бы. Они сначала добровольно признали эту власть, как бы, видимо, посчитали свои силы, как бы, да. Но уже в 1218 году подняли первое восстание. И практически весь 13 век они постоянно бунтовали, то там, где-то что проходили. И в 1293 году был организован очень серьезный поход, который нанес, ну, тяжелейшее поражение киргизам, которые были. После этого очень большое количество народа было уничтожено физически. Часть народа была депортирована, причем в разные места, чтобы не смогли никак не соединиться, не объединиться, как бы. Это такая трагическая дата в истории, очень серьезная. И поэтому многие так и восприняли, что это все конец государственности. На самом деле это не так, несмотря на большие потери и такую трагедию. Части народа удалось сохраниться, остаться и через 100 лет освободиться от зависимости, стать независимым своим государством. Более того, они оказались самые сильные в своем регионе, подчинили там кыштымов, которые были у них под их властью. И, по сути дела, это продолжалось до конца XVI века, когда уже в конце XVI века напал Алтын-хан, потом с юга Джунгара, потом с северо-запада Московское царство. И вот киргизы оказались меж трех огней фактически, как бы, лавируя там, как бы, чтобы выживать можно было. Ну, собственно говоря, об этом моя книга, как бы. Кстати, вот там вы говорите в книге, что некоторая федерация как будто была, да? Ну, да. 4 разных княжества Да, было крымских. Да, И Эренек, его отец, Ишей, да? да. И Дед Номча. Номча, они избирались верховными князьями над несколькими княжествами крымскими. Ну, она да? во многом была такая символическая власть, номинальная, но вот заслуга Эренека была, потому что ему удалось сделать реальную власть, в отличие, что не удалось сделать деду, отцу, а ему это удалось сделать. Это как раз показывает его уникальные личностные качества, что перед лицом внешней опасности и серьезной, перед лицом физического истребления ему удалось как бы всех остальных взять под свою руку, объединить эти силы. И это было тоже залогом определенным и выживаемости, и становления, как бы. У него были все предпосылки для создания единого централизованного государства, что действительно тоже такой уникальный факт. Но роль личности в истории еще не Но сам понятна. факт, что несколько было кыргызских княжеств, и они Ну, собирались были, на да, съезды, улусы, да? Да, решали там все основные вопросы, которые всех касаются. Внутри было полное самоуправление, там князь сам был самовластный, там, ну, условно самовластный, насколько это возможно было. А какие-то общие вопросы вот они на общих, условно говоря, съездах партии решали. Ну, так смотрели. Как вам книга понравилась? Ну, книга, она всем, конечно, понравилась. Тем более, она очень многие места нашей истории, там белые пятна же у нас очень много, и еще. И вот в этой книге раскрывается же, уже говорится вот о государственности нашей 19 веков. Это тоже очень большая, как бы, историческое для нас открытие. 19 веков государственности. Непрерывные. Непрерывное а вообще. еще больше, да. Да. А до этого же там говорили пульсирующее
у нас там то появляется, то исчезает. Вот Государственность. интересный термин, Да? Пульсирующая, как понять? Это просто придумка, у которого нет. На самом деле такого термина нет. Это просто тоже, когда не знали, как объяснить, написали такую фразу без всякого объяснения. Это что там, академик Масон и другие там его коллеги. Ну, надо как-то объяснить, объяснений нет. Ну, давай напишем вот пульсирующее, да, как бы там. Кто что спросится, конечно. Пульсар. Ну да, что-то на раз, там потом исчезает, потом опять как-то все. Вот, кстати, вы затронули тему, да, что государственной истории еще больше. Вчера на презентации там тоже сказали, почему вы говорите по 1900 лет, когда на самом деле у нас вот недавно там праздновали 2020-200. Но надо иметь в виду, что я-то занимаюсь только историей сибирских киргизов, и я говорю только о тех процессах, которые были на территории Сибири. Тут на самом деле противоречий-то нет никаких. Вообще, у меня хронологически это конец 3 века до новой эры, до начала 1703 год, начала 18 века. Вот поэтому там некие расхождения внешние, а люди так порой особо не вникают, сразу начинают там Ну, это как? переживать. Мы отмечаем, допустим, 120 лет Пушкину. Да, Это ж не значит, что он жил 120 лет. да, да. Он жил там в 37-м Он- да, году, его убили, 38 Он лет он живет в прожил. наших сердцах. Да. Также и 2200 лет это с момента первого упоминания до. До А то, что она современности, в 1703 году ее там разрушили. Локации разные были, Да. потому что там, ну, на самом деле, как бы, формы государственности уже к этому времени стали складываться, ну, Тяньшань, как бы, там, разные там формы. И последняя волна только уже в 18 веке уходила. Вот, кстати, тоже там вопрос начинает, как бы, говорить, да, что вот енисейский киргиз, это неправильно, да, не имеет отношения к тяньшанским, это вот разные там. Ну, я говорю, ну как вот разные? Даже мне вот удалось найти в архиве документы, которые показывают, что Джунгару увели киргизов не куда-то там, да, а увели именно на Тяньшань. К родственникам. К родственникам, да, и возглавлял их не кто-то, одну из колонн, а сын Эринека. То есть вполне возможно, что его потомки проживают где-то здесь. Как бы. И он знал, куда идти. Ну, их там вели Джунгара, как бы, там, говорит, мирный уход, там, союзники, ну, ничего себе, 2500 вооруженных человек прислали, сказали, все, так, под луками, под мушкетами, вы сейчас мирно тут переселяетесь, как бы. Ну, это, много же людей сбегало, убегали, прятались в горах, в лесах, увели только тех, кто не смог убежать, там, спрятаться. Потом, когда Джунгары ушли, они вернулись, там как-то жили. Другое дело, что они не смогли установить опять государственность свое. Поэтому мы считаем, что 1703 год — это не уничтожение народа. Там говорят, вот там неправильно говорят, потому что народ там сохранился. Ну, естественно, сохранился. Кто спорит? Мы же говорим только о государственности, как в институтах политической власти. Об этом речь идет. И вот и все. У нас время подходит к концу. Может быть, там, что вы сами еще хотели бы сказать вот в связи с книгой и дальнейшей работой вашей? Хотела сказать только большое спасибо вам за внимание, за ваши отзывы. Я с большим интересом прочитал. Вы так очень подробно все это писали, как бы так. Что, буду искать силы для работы, потому что на самом деле довольно сложная работа. Это любая работа сложная, если до тебя кто-то эту работу не делал. Конечно. Сложность еще возникает в том, что ты, когда работаешь по каким-то темам, всегда требуется, как вот теннисистам, спарринг-партнера с кем-то, да. К большому сожалению, что у нас нет такого сообщества, с кем бы можно было обсуждать, где можно было прийти, например, да, в каком-то сообществе за чашкой чая и сказать, вот, наваял, посмотрите, они сказали, да ну ты что тут понаписал, там еще чего-то. То есть, работая в одиночку, это гораздо все сложнее. Гораздо сложнее там смотреть, потому что время от времени ловишь себя на мысли, да, как бы ты вот читаешь, да, там что-то пишешь и думаешь, ё-моё, это же все так понятно, почему до тебя-то никто не видел-то это, ну как так? Может быть, ты куда-нибудь не туда ушел, уже что-нибудь задумал-то. И это постоянно эти мучения, потому что мне в Фейсбуке спрашивают,
А что вы там это самое пишете? Вот до вас там 100 лет изучали, этого не замечали. Вы что там, самый умный, что ли? Я говорю, ну я бы этого не исключал, конечно. Но вопрос, не, ну понимаете, вопрос какой 100 лет, и сейчас, конечно, у нас есть преимущество. Коллеги того времени, предшественники, не обладали той информацией, которой мы сейчас обладаем. То есть в этом плане, конечно, у меня есть большое преимущество, что я могу пользоваться их работами критиков, которые там занимались, да, обобщать все это дело, смотреть, чего у них не было, как бы, в этом плане, потому что это эволюция, все время идет наращение знаний, как бы, да, и это большой плюс, так скажем. Поэтому, конечно, вот это вот есть такие треволнения, как бы мучения. Даже вот я говорю про цивилизацию, вопрос, сначала же надо изучить теорию вопроса. И вот я уже несколько месяцев там погружался, кучу этих работ перечитал. Это тоже непростая задача, не в том, чтобы прочитать, а потому что за 200 лет изучения этого вопроса теоретики, ученые ни до чего не договорились, как бы. Нет единого какого-то определения понятия, нет каких-то единых признаков, критериев. То есть кто в лес, то по дрова, как бы я говорю так в шутку, что с одной стороны это плохо, да, что, а с другой стороны хорошо, что руки развязаны. Ты можешь внести свой вклад в теорию цивилизации, сказать, вот мой личный вклад. У Тоймбе же говорится, кочевая это не до цивилизации, да? Недоразвитая, как-то так. У Тоймби много чего говорится, он, конечно, был гениальный там человек, как бы, он, там, 12 томов наваял, но все равно был европоцентрист, понимаете, как бы. Вот есть Европа, европейская цивилизация, а все остальное это так периферия. Вот, как бы так. Мы тут самые главные, хотя... Тоже спорно. Но это даже не спорно. До 16 века Европа, она же не доминировала. Она была и по уровню культуры, и по уровню богатств, и военного там, искусства. Она подставала от Востока. Арабы, у которых было искусство, алгебра, многие другие, чего не было в Европе, как бы это же. Астрономия, да. Это все же потом только вот где-то 16 век Европа победила за счет вот развития технологий, да, на что были свои причины. И вот эти западные идеи, условные, да, они же победили не за счет преимуществ своих идей, а за счет вооруженной силы, по большому счету, как бы происходили. Как бы. Это уже потом какие-то идеи стали распространяться. А так-то вот к началу 20 века практически все было там, да, за исключением некоторых государств только. Так это вот идеи как бы не захватили как бы все это за счет преимущества. А дальше это началось идеологическое обоснование, что нет, мы изначально были такие крутые, как бы всегда был, а все остальное это никто из этих никак как бы. Но... Денис, что хотите добавить напоследок? Я могу добавить, вот, здоровья пожелать, Да. чтобы вторая книга с таким куражом еще На стадионе. лучше, да, на стадионе встречали, и эта книга о нашей цивилизации была еще больше востребована, еще больше ажиотажа, и чтобы она действительно была такой научный труд знаковый, где никто бы не сомневался, что это да, это оказывается цивилизация. Или там кто-то сказал, да что он понаписал, это не цивилизация, там придумал что-то. Нет, там научно обоснованно по пунктам, да, цивилизация. Нобелевскую премию, Нобелевскую премию надо дать. В современном мире цивилизацию открыть. Но, это тоже очень большое дело. Хоть историкам Нобелевские премии не дают, но все равно приятно как бы. И вот в соцсетях надо вот это поддерживать, вот эту температуру, да? Ну, наверное, как бы все не административные, разумеется, с точки зрения интереса, как бы. Но я думаю, что это очень интересная тема. Вы знаете, я хочу сказать, вот казалось бы, в Новосибирске мы проводили презентацию, было порядка 100 человек. Да, там были представители диаспоры, но у них не было большинства. И я даже не ожидал, что вот наша интеллигенция, там, журналисты, писатели, это вызовет такой неподдельный интерес. И дело не в том, что там Кыргыз или кто, что Сибирь, да, древние народы, да, русская Сибирь. Нам там все время объясняли, что раньше
Была только тайга, снега, ничего не было. Тут, говорит, ничего себе, государство, оказывается, было там 19 веков. Это только одно государство было. Были же еще и другие государства. Процессы такие процессы. Я говорю, там каналы, говорит, какие каналы? Ты что, откуда? Ну, Египет, да, как бы там Китай, Индия, там Ефрат, да, Месопотамия. Я говорю, так а вот пятая речная цивилизация, это Енисей, там, Абака. Чудеса. И это действительно интересно, как бы все это происходит. Это же не потому, что там кто-то прятал. Ну вот так вот постепенно, постепенно. Ну а просто здесь идет совпадение, да, что первые сибиряки, создавшие первое государство Сибири, это были кыргызы. Тут уже хоть плачь, но это именно так. И мы уже ничего тут с этим поделать не можем. Как бы. Мне говорят, что ты там пишешь? Ну а я что сделал? Я же не могу тут. Можно я делать. еще Да. скажу? На данный момент вот, в современных условиях, вот, чтобы найти столько материалов по цивилизации, Виктор Иванович проделал такой большой объем работы, хочу заметить, вот, более 24 тысячи километров. Столько-то музеев, я не буду перечислять города, Архивы. музеев, архивы, столько тому, все это собрать и потом это все Изложить такую тоненькую книгу. Но главное не количество, а качество, говорит. Там внутри это очень бесценные качества. Это по качеству эта книга. Ну, я чтобы надеюсь, один цивилизация параграф будет. написать надо, там 10-20 монографий. Просмотреть, проработать. Ну, Ну, это любой историк как бы это знает. Поэтому по нынешним меркам такие исследования сейчас никто еще не делал. Это вот заслуга Виктора Ивановича, что вот именно он так загорелся этой цивилизацией, понял, что цивилизация скрыта под ногами лежит. Он загорелся, он как первооткрыватель цивилизации получается. Это не каждому вот так удается цивилизацию открыть, правильно? Любому ученому, я думаю, если он увидит цивилизацию, он будет, я буду автором цивилизации, да вы что там, и будет. А здесь еще такой вот, именно такой, с таким форматом работы, который заинтересовал не только нас, кыргызов, там и у нас на странице там больше 20 стран мира, там из Бенина, с Африки, с Кубы нас читают. Ну, я не буду говорить, там Казахстан, Узбекистан, там Европа, ну вот с Африки тоже очень интересно, да, ребята, есть. С Ну, Кубы это есть. Да. переселенцы, скорее всего. Да, там, ну вот это о чем говорит? Очень интересная тема и очень интересном формате это все преподносится. Спасибо вам. Да. И будем ждать с нетерпением следующую книгу. Дай Бог Спасибо. здоровья вам. Спасибо Спасибо. большое. У нас в гостях были профессор из Новосибирска Виктор Иванович Казадой и Денис Усубалиев, модератор группы, Facebook-группы «История «История сибирских сибирского». кыргызов». Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, что вы позвали. До свидания. До свидания.